Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. Срок дисквалификации отчитывается с 12 ноября 2018 года. 20-летняя Семенова признана виновной в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил. Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена. Семенова является чемпионкой мира 2014 года, двукратной чемпионкой Европы того же года в многоборье и упражнениях с 3 мячами и 2 лентами, а также серебряным призером европейского первенства в финале с 10 булавами. Баскетболисты подмосковных «Химок» победили казанский «Уникс» со счетом 91-64 в 3-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в «Химках». Самым результативным игроком встречи стал российский защитник победителей Алексей Швед, набравший 26 очков. Швед также стал первым из всех игроков в истории Единой лиги ВТБ, который реализовал 103-очковых бросков в плей-офф. В составе «Уникса» лучшим стал американский разыгрывающий Эрик Макколлум. На его счету 15 очков. Счет серии до 3 побед стал 2-1 в пользу «Химок». В первом матче «Уникс» обыграл подмосковную команду со счетом 96-91. Во второй встрече «Химки» одержали победу над казанским клубом со счетом 103-98. Следующий матч команды проведут 29 мая вновь на подмосковном паркете. Сезон утренних зарядок стартовал в столице республики. Занятия будут проходить на 8 площадках. Упражнения выполняются под руководством общественных инструкторов. Каждый тренер представляет свое направление. Это УШУ, оздоровительный бег, танцы и гимнастика. Предварительное время занятий с 6 до 7:30 утра. На площади Дружбы занятия проходят уже 2-ю неделю. Там ежедневно собираются десятки любителей здорового образа жизни. Они выполняют элементы упражнений китайской суставной гимнастики. Делаем разные китайские движения на равновесие, стояние на одной ноге. Очень полезно. Жаль, что мы это поздно стали осваивать. Мне нравится, что появилась у правительства инициатива, что такие проводить утренние заявки практически бескорыстно. Народ сам сюда приходит, и с каждым днем я вижу, что народ увеличится. Жалко, что мужчин совсем нет. Нас всего 3-4 ходит. В спортивном комплексе «Шахтер» Нерюнгринского района проходит первый республиканский фестиваль культуры и спорта «Солнце в каждом». В столицу Южной Якутии приехали участники с разных районов республики. Всего больше 80 человек с ограниченными возможностями здоровья. Какая программа ожидает команды, расскажет Александра Цыбикова. Общее руководство осуществляют отдел физической культуры и спорта, отдел молодежной и социальной политики совместно с Федерацией адаптивных видов спорта Якутии. Решили провести его спонтанно, оно не запланированное, просто по желанию самих инвалидов, по просьбе провести такой фестиваль. К участию в соревнованиях были приглашены команды инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями и слабослышащие от 18 лет и старше, имеющие 2-ю и 3-ю группу инвалидности. Всего 83 участника из 5 команд. Это Якутск, Нерюнгри, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский и Татинский улусы. В Ставе приехали. Участники у меня 14 человек, женская и мужская команда. По волейболу сидя будут мои играть. Настрой очень хороший. Впервые мои спортсмены на таком расстоянии приехали. Впервые увидели город Нерюнгри все. И очень довольны, очень теплый прием. Программа фестиваля разделена на 2 части. Творческая, в которой будут оцениваться танцы и вокальные данные участников, и спортивные мероприятия, где команды представят визитную карточку, а также посостязаются в волейболе сидя и классическом волейболе. Я буду участвовать в волейбол сидя. А творческие петь? Петь, конечно. Конечно, будешь? Да, я сам пою. Я сам один буду завтра петь. И еще хор будет. И танцевать будет. После того, как будут определены победители и призеры по 2 направлениям, а команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами, гости дружным составом отправятся на горячий источник туристической базы «Наход». Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Весна для нерюнгринцев богата на спортивные события. В комплексе «Горняк» прошла республиканская акция «Мир Май ГТО». На сдаче нормативов побывала и наша съемочная группа.
Нерюнгринский район с 2015 года активно принимает участие в реализации комплекса ГТО. И в этом году за 2 дня насчитывается уже более 80 записавшихся. Прием нормативов проводит Республиканский центр тестирования комплекса ГТО и Нерюнгринский отдел по физической культуре и спорту. Воспитанники дошкольных учреждений, это работники МЧС, это студенты Южно-Якутского технологического колледжа, медицинского колледжа, есть работники Якутугля, есть работники Колмара. Поэтому сегодня мы рады всех видеть. Работаем с 10 до 2. Приходите, пожалуйста. После дружной разминки участники в возрасте от 6 и старше испытывали себя во всевозможных дисциплинах. Растяжка, подтягивание, отжимания, бег, гиревой спорт и другие. Хочу показать, как я умею делать. Что ты умеешь делать? Колесо, мостик, ласточку. Я каждый год привыкла у себя в школе принимать участие в ГТО. И, как бы традиция уже осталась каждый год принимать его. Ни пуха, ни пера. В прошлом году Сергей был участником сдачи нормативов и за высокие результаты получил золотой знак ГТО. В этом же году его пригласили в качестве судьи. Я принимаю нормативы на дисциплины гиревой спорт. Завтра завершится финальный день сдачи нормативов. Затем подведение итогов и самая приятная часть мероприятия – награждение. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Это были новости спорта. Всего доброго.